Уважаемые казахстанцы, здравствуйте, меня зовут Диана. Сегодня я беру маленькое интервью у Бибигуль Мамай. Но перед интервью я бы хотела на казахском языке дать вкратце какую-то информацию, чтобы было понятно тем зрителям, кто не понимает русский язык. Құрметті қазақстандықтар, бүгін менде Бибігүл Мамай қонақта. Жанболат Мамай інісі туралы сіздерге ақпарат айтады, шындықты айтады. Көгілдір экранның алдында отырып алған Жанболат Мамай қазақшаны жақсылап ұрып тұрып сіздердің құлақтарыңызға әңгімені айтады. Сіздер оның жақсылап қазақша сөйлегеніне сеніп қалмау үшін Бибігүл Мамай бүгін сіздерге барлық шындықты айтып береді. Ну что ж, познакомишь себя? Меня зовут Бибигуль Мамай, и я, старшая сестра Жанболата Мамая, но в данный момент я никакой оппозиции Жанболата в ДПК не имею, отношений не имею. Никакой ему ДПК, там, где он там участвует, я не имею отношения. И вот. Расскажи, Бибигуль, о себе немного, и как давно ты узнала, что он твой брат, потому что я знаю, что ты не знала долгое время, что он твой брат. Да, его отец, то есть мой отец, его отец, он оставил меня, то есть мою маму оставил. Я была тогда еще 3 месяца в животе у мамы, и он пришел развод. Взял развод у мамы, как раз мама сидела в тюрьме, ее как раз посадили в тюрьму, и она там сидела, и мой отец пришел и взял развод, и женился на Жанболата мамы. Вот. Потом я была до 3 месяцев в тюрьме с мамой, потом после 3 лет меня забрали в дом малюток, где я была в Капчигайской. И после Капчигая, дом малюток, меня привезли в 5 лет в детский дом, в Баганашил. Это детский дом номер 1 называется. Я там была до 15, до 16 лет. После выпуска, почему-то я всю жизнь думала, что я одна. В этом детском доме я находилась, я думала, что я одна. То есть я думала, у меня нету родителей, у меня нету папы, мамы, то есть братьев нету. Я так думала. И вообще думала, неужели я, сама себе задавала вопросы, неужели, как я тогда родилась? Такие вопросы я сама себе задавала, и я думала, что все равно должна же быть какая-то мама или папа. И после выпуска я начала искать свою маму, папу, и около года, больше года я искала и нашла своего отца. Нашла своего отца по телефону. Оказывается, можно было узнать просто по 088, тогда справочная была. И просто позвонив туда, я назвала свою фамилию, имя отца, его, все данные назвала. И мне дали его телефон. И я взяла просто, позвонила своему отцу и сказала, что я ваша дочь, Бибигуль. На тот момент он мне сказал, что это не моя дочь. И потом он мне дал телефон моей мамы, Алии, и сказал, ей звони. И я сразу же в тот момент, когда он мне дал, я записала телефон сотовый и позвонила же своей маме. Через час моя мама приехала, меня забрала. То есть в гости она меня забрала просто, и она познакомила меня с моими братьями, со своей семьей. Оказалось, что куча, много родственников. Я вообще думала, что я одна по жизни. И я об этом не знала. Но когда мама мне рассказала, показала, что у меня много родственников, братьев, я была просто, я не верила, просто внутри меня была радость, что я нашла. Но все-таки хотелось бы, когда мама мне сказала по поводу отца моего, что он твой отец, тогда я позвонила моему отцу и сказала, что вы мой отец. А он мне на тот момент, он мне говорил, что я не твоя дочь, ты не моя дочь, потому что твоя мама нагуляла,
И, ну, то есть я потом приходила к маме своей, плакала, говорю, почему он меня не признает, почему он говорит, что вы нагуляли. И она говорила, что он сволочь просто, но он 100% твой отец. Вот. Но сейчас я вижу фотографии, и я 100% уверена, что он мой отец, потому что у нас мускулы, все похоже. Вот, скулы, все похоже, поэтому у меня нет сомнений, что он мой отец. И Жамбулат мой брат. Вот. Но в 2015 году я тоже, опять же, вот, когда мама моя опять вышла, ну, у меня все-таки были сомнения, и в 2015 году, когда мама вышла из тюрьмы, это был март месяц, я все-таки еще раз хотела для себя узнать, на самом деле он ли мой отец или нет. Тогда мама мне сказала, что он твой отец, и все. То есть у меня уже не было сомнения, что он мой отец, потому что мама мне дала 100%, что он твой отец. Вот. И когда недавно я встретила случайно, ну вот зашла в банк на Жарокова Абая, там находится Каскум. Я зашла в банк, или Каскум, или Халык, ну они переименовали сейчас это имя. И я увидела Жамбулата Мамая, сзади он снимал деньги, вытаскивал деньги. И я просто подошла к нему, поздоровалась, я говорю, привет, это я, Бибигуль Мамай. Он на меня вот так посмотрел, отвернулся и ушел. А я просто встала и думала, ну, мне так неприятно было, потому что, ну, хотя бы поздоровался или что-нибудь сказал бы, какое-нибудь слово. Родная сестра все-таки. Мне было очень неприятно это видеть, слышать, но я просто, ну, хочу, чтобы вы поняли, да, к чему я говорю. Вот, ну, у меня было просто, знаешь, такое чувство, неужели он мой брат, и он вот так может так поступать, холодно прям. Вот. Да, обычно у казахов не оставляют же девочку, ребенка в детском доме. Это вот твой случай прям удивительный, все удивляются. Диана, я еще, знаешь, что хочу сказать? Вот почему я это говорю, что вот мне неприятно было. Вот недавно, 24 февраля, а 22 февраля были митинги, Казахстан, алматинцы выходили, я помню. И Жамбулата Мамая забрали на 2 сутки. Хотя на 3 сутки должно, но его забрали на 2 сутки. И после 2 суток он вышел в эфир 24 или 25 февраля, я точно не помню. Но у меня есть эта запись видео. И он там обращается к народу и говорит: братья, сестры, апалы карындастар. И вы знаете, я когда это видео смотрела, я видела в нем столько лицемерия вот этого. Как он так может говорить, например, апалы сынелер, баурларым. Он обращается это к народу, понимаете? Когда он своих родных не признает. Понимаете? Тут просто люди ведутся на красивые слова его. Но если посмотреть, он даже родную свою сестру не признает. Ну да, я выросла в детском доме. Может быть, он избегает меня из-за того, что я выросла в детском доме. Может, он думает, какая-то хулиганка, еще что-то. Но это же его отец виноват, что он бросил нас. Вот. И просто я хочу, чтобы народ знал, что они не велись на его красивые слова. Тем более он доносит это на казахском красиво. Но я хочу знать, чтобы вы знали, люди, что, дорогие мои, чтобы вы знали, что если он не признает свою родную сестру, да, то как он может признать народ своими братьями, сестрами, понимаете? Даже я просто, если обычный человек, обычно как народ, да, считалось бы, он бы меня признал бы, не признал бы он. Для него я как чужая, но он меня даже чужой не признает, как сестру, понимаете? А мы люди, народ, и он обращается к народу, а народ тем более ему чужой. Как он может говорить так, братья, сестры, молодцы, вы там выходили на митинги. Вот подумайте сами, поразмышляйте, это нормально или нет? Вот
просто я думаю, что это ненормально. Как может человек полюбить всю страну, да, чужих людей, когда свою родную сестру не признает, не здоровается и Мимо проходит, да? да, ведет себя, даже животные так не ведут. Да. Еще такой вопрос, вот, Бибигуль. Я вот знаю, что ты после ДПК перестала как бы доверять, поддерживать Жамбулата Мамай. Но раньше, до партии ДПК, до открытия этой партии, поддерживала ли ты его? Раньше, вы знаете, раньше, до открытия ДПК, да, я восхищалась им, я прям, знаете, даже если он меня не признавал как сестру, я им восхищалась тем, что и у него была такая смелость говорить правду перед властями. Он шел прям, не смотрел на это, и я этим восхищалась, то, что он такой смелый, сильный. Но после выхода из тюрьмы в 2017 году, да, ему дают 7 месяцев, хотя ему дали 3 года. Его выпускают через 7 месяцев по каким-то неизвестным причинам. Но это я просто не знаю по каким-то причинам, да. Может быть, это опять же мое мнение, может быть, он сдал полностью Мухтара Аблязова, либо, может быть, эта игра была двойная, может быть, он играл и дружил с Мухтаром Аблязовым, и дружил с властями, то есть договорился там, может, я не знаю. Вот. Но он вышел из тюрьмы, и судья ему запрещает заниматься 3 года профессиональной деятельностью. Смотрите, да? А потом он через год, ну, через какое-то время, еще 3 года как не прошло, он открывает партию ДПК. Естественно, я уже разочаровываюсь в нем, потому что я раньше восхищалась им. И здесь уже, как он стоит с Косановым там, и при этом, ну, очень много подозрений пошло, потому что я не одобряю этот режим, который сейчас, потому что этот режим, он просто убивает и я вижу, как он работает с этим режимом. То есть многие партии не регистрируются, которые правду говорят, их не регистрируют. Ну, в этом режиме очень тяжело зарегистрировать партию хорошую. Честную. Вот, честную партию. Поэтому я думаю, что вот либо ему предложили какие-то хорошую сумму, как вот Косанову предложили 2 миллиона долларов, да, он уже свою старость обеспечил. Вот. Или, может быть, он побоялся за своих детей, то есть сейчас у него 3 детей, может, он побоялся за свою семью, и поэтому, может, он пошел на этот режим. Ну, я не могу осуждать его за это. Но я знаю, что его партия, это партия как копия, как ДВК. То есть, как вам сказать? Повторяется. Повторяется, он копия, как ДВК открыл. И для властей это, конечно, как... Создается иллюзия, что есть оппонент для иностранцев, для местных граждан, что у нас страна демократическая, и на самом деле у нас честных оппозиционеров не пускают, это все знают, но для иностранцев, для других стран у нас система, наш режим показывает, что вот у нас есть якобы оппозиционер. Вот следующий вопрос, Бибо. Скажи, пожалуйста, вот почему после создания ДПК вот твое мышление, да, твое отношение к нему полностью изменилось? Ну вот, как я сказала, да, что он, то есть также я не могу, это просто мое мнение, я своим мнением делюсь. То есть, может быть, его Назарбаев подкупил, ну, чтобы назло насолить Мухтару Аблязову. Мы же не знаем же вот всю правду. Но когда он говорит, когда выступает, я смотрю все эфиры его, и в нем, знаешь, вот есть лукавство, вот это вот. Лицемерие. Лицемерие. И каждый раз он оскорбляет, ну не оскорбляет, а вот типа пытается доказать, что я не то, не сё, то есть я не сижу, то есть